Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Вчера, как известно, произошел мощный взрыв в Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе. Известно, что там выпускали военную продукцию. Но осталась еще незамеченная одна новость вчерашняя. В Георгиевске, в Ставропольском крае фашистской России 9 августа произошел масштабный пожар, сгорел вещевой склад воинской части. Но и это еще не все. Сегодняшняя новость тоже нас радует. Сегодня, 10 августа 2023 года, в Подмосковье в районе аэропорта Домодедово раздались два взрыва, после чего произошел пожар как минимум на 1000 квадратных метров. Очевидцы утверждают, что слышали звуки в воздухе, а затем два взрыва, после чего произошло возгорание. На фоне этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что БПЛА должны быть отдельным видом войск. Сегодня они эффективны артиллерии, рассказал он. И это еще не все. Министр нападения Шойгу выразил озабоченность тем, что Украина и Польша имеют планы по созданию на регулярной основе польско-украинское соединение для обеспечения безопасности Украины. Друзья, все идет по плану. Как говорится, демилитаризация и денацификация фашистской России продолжается полным ходом. И будем надеяться, что не за горами тот день, когда будет деоккупирована вся территория Украины. И, конечно же, мы, чеченцы, ждем того дня, когда будет деоккупирована наша Чеченская Республика Ичкерия. Конечно же, необходимо провести трибунал над всеми преступниками, которые уже полным ходом идет, к которому идет подготовка. И мы очень надеемся, что вместе все народы, пострадавшие от фашистской империи, получат свободу. И империя, последняя империя, кровавая, самая подлая, самая лживая империя на земле перестанет существовать. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку.